Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кому без вас очень плохо? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну здесь 3 человека вышло. Именно 3. 2 мужчины и 1 женщина. У кого-то отыграются все 3. И им без вас невероятно плохо. А у кого-то отыграется либо один, либо другой персонаж, может быть 2 персонажа. Сейчас я вам все перечислю, расскажу, а вы уж там сами смотрите по своей ситуации. Прежде чем я начну, я хочу немножечко рассказать о вас. Вот ваша фигурка, и вы здесь показаны со знаком Султан. Вы очень крутая личность, вы замечательный человек, вы сильный человек, вы умный человек, проницательный человек, к вам люди тянутся. И с кем бы вы ни контактировали, вы просто врезаетесь в память этих людей. А вас часто вспоминают люди, вспоминают с добрыми словами, с благодарностью. Ну и есть те, кто вспоминает с завистью, да, потому что вам завидуют. Вы очень яркая, вы очень видная, такая, знаете, статусная мне идет женщина, да, даже если вы молодая девушка, да, все равно вы не по годам развиты и очень успешны, понимаете, успешны. Люди завистливые, когда с вами общаются, им прям плакать хочется, и думают, да как же так, такая молодая, такая уже яркая, горячая, и знает, умеет, у нее получается, а мы там годами бьемся головой в стену, да, и на том же месте находимся. Да, зависть тоже есть. Вами, знаете, как и любуются, восхищаются, так и критикуют, завидуют. То есть как 2 крайности. Но нет нейтральных людей. Нет тех, кто бы относился к вам нейтрально. То есть все-таки очень вы запоминающаяся и очень яркая. Вот это ваша суть. Это ваша суть. У кого-то еще отыграется, что у вас и мама такая была, и бабушка, да, что у вас такая вот женская порода очень ярких, красивых, самобытных, умных и талантливых женщин. Много людей вокруг вас всегда вот прям крутится, особенно вот мужчин много крутится. Так, ну теперь давайте разберемся с теми, кто страдает без вас, да, кому без вас плохо. Ну вот здесь мужчину показали. Мужчина с очень дурным характером, такой, знаете, весь дерганный. Мне идет, что он дерганный, такой горячий, там, за словами не следит, во все неприятные места лезет, да, в горячие места лезет, везде ему все надо, вот докапывается до всех. Человек вот по жизни какой-то вот он скандальный, такой, знаете, скандалист мне идет. Любит там, не знаю, подраться, поругаться, покутить, повеселиться. Очень самовлюбленный тип личности. И вот он себя всегда мнил каким-то царьком, да, типа королевского происхождения. Ну, царь, да, настоящий царь. Все пытался кому-то что-то доказать. Со всеми мужчинами, причинами, местами мерился. Даже с теми, у кого там такой, что не померяешься, да, ну я имею в виду там статусность, положение, деньги, как-то вот жил наотмашь, но при этом вот на себе никогда не экономил, на вас мог экономить. Вообще, в принципе, да, вот себя никогда не обидит. Мужчина, который по своей же глупости вас потерял. Говорю, вас потерял, хотя вижу, что, скорее всего,
но вы его просто послали. Послали и сказали, что нет, с меня хватит, и терпеть я тебя не хочу. Он, конечно, гордо ушел, может быть, вам там еще кинул, что кому ты нужна, вот еще прибежишь, приползешь, да, еще умолять меня будешь, чтобы я вернулся. А вы такая, посмотрим. Ну и что? Не прибежала, не возвращала, да, жили своей жизнью, развивались, многого добились, сама себя, как говорится, сделала. А этот мужчина, он то ли спился, то ли стаскался, может быть, то и другое. В общем, знаете, ничего хорошего. У кого-то еще криминал отыграется, да, может быть, там криминальное что-то у него произошло, может, еще и сидел. В общем, девочки, у него жизнь – это разбитая корыта. А вы вот, пожалуйста, со знаком султан над головой. Конечно, он на вас смотрит, конечно, он о вас узнает. У кого-то еще отыграется, что он там соцсети ваши изучает. Либо есть какой-то засланный казачок, да, либо казачка, кто ему сливает о вас информацию. Очень много о вас знает. Конечно, он очень жалеет. Жалеет, что он был таким горячим, что был таким дерзким, что был таким непримиримым, что не смог успокоиться вовремя, да, что не смог с вами семью создать, либо вытянуть ваши отношения не смог. Вот зачем-то он всю жизнь гонялся, как, знаете, хочется сказать, что за понтами гонялся, а теперь у разбитого корыта сидит и плачет. Один и никому не нужен. Вот. А вы красавица, а вы цветете, а вы жизнь свою живете, да. В общем, он свою жизнь проиграл. И наоборот, либо напротив, да, свою жизнь выиграли. Да. Хотел бы он, но он хотел бы, знаете, как в прошлое вернуться. Вот сейчас он, сам понимает, да, что никому не нужен, да, уже здоровье не то, состояние не то, да, привычки уже не те. А вот если в прошлое вернуться, вот отмотать, вот тогда, да, он бы вас не отпустил, не упустил. И он считает, что он мог бы ради вас поменяться. Да, это бывший, который вот сопли на кулак наматывает и вот на разбитое корыто смотрит. Кто виноват? Да? Если жизнь не путевая, то кто виноват? Так, еще один мужчина. Но этот мужчина как-то не особо у вас в памяти отпечатался. Хотя, если понапрягаться, то вспомните. Это было несколько месяцев назад. Может быть, в прошлом году это было, либо ровно в прошлом году это было. С этим мужчиной у вас вот знакомство произошло. Знакомство и диалог. Может быть, где-то на отдыхе, либо в общей компании. Может быть, вообще случайный попутчик. Да? Вот вы с этим мужчиной какую-то интересную тему обсуждали. И у вас вот по этой теме было свое какое-то вот субъективное мнение. И вы очень так яро доказывали свое мнение, там приводили аргументы, доказательства, да, ссылки какие-то делали. В общем, этот мужчина сидел, и вот он настолько вами впечатлился, настолько как ошалел, что и умная, и красивая, что это в два в одном, а он вообще таких женщин, как вы, не встречал. Да, он встречал красивых, да, он встречал умных, а так, чтобы два в одном, но это было впервые, это был взрыв мозга. Вот так вами впечатлился, что бедненький даже не успел с вами как следует познакомиться, не успел взять там контакты, да, там ваш номер телефона, либо просто узнать, из какого вы города, там, как вас зовут, фамилию. То есть у него, грубо говоря, только имя ваше есть, имя, понимаете? Мужчина, он такой скромненький, но солидненький, да, непростой мужчина. Мужчина, который, вот он, как мне с наукой идет связан, компьютер и наука. Может быть, он преподаватель вуза, а может быть, он там компьютерный гений, да, программы пишет. Но он в очках был, очки у него были. Но эти очки его не портили, наоборот, они как-то его украшали, делали его более таким вот солидным, серьезным, солидным. Он больше молчал, а вы больше говорили. Вспоминайте. Вы можете его вспомнить, если прям так напряжетесь, да, то вы его точно вспомните. Вы для этого мужчины стали музой. Вот правду вам говорю. Себя этот мужчина ругает каждый день, что вот как же так, я ни номера не знаю, ни фамилии, вот ничего не знаю, кроме имени ничего не знаю.
И знаете, девочки, тут еще показано, что он прям землю перерывает, он вас ищет, он пытается вас найти. Может быть, тем же маршрутом катается, может быть, в то же место, вот он намерен в тот же период поехать, чтобы вас искать, либо вас там дожидаться. Может быть, даже нанял каких-то людей, чтобы вас разыскали. Но вот вводных данных очень мало. Вот кто вы такая, вот только имя и описание, понимаете? Но он вас не забывал с момента вашей встречи, он не забывал вас ни на день, ни на час, ни на минуту не забывал. Вы как-то вот встретились случайно, но очень быстро разошлись. Вот попутчик мне идет, либо какой-то случайный знакомый. Ну вот что-то случайно, да, вот как судьба свела, как показала, да, показала и развела. Мужчина, ну, можно сказать честно, да, влюбился в вас с первого взгляда. И вот он вас ищет. И судя по тому, что он вышел на правой стороне, он вас точно найдет. Я не могу сказать, когда, при каких обстоятельствах, но вышла справа, с вашей стороны. Значит, он вас точно найдет. Значит, еще будет встреча. Может быть, да, сама судьба позволит вам встретиться. Он вымолит у боженьки шанс еще раз вас увидеть. И тогда уже вас, как говорится, не отпустят. Но он интересный мужчина. Интересный, может быть, не настолько сильно привлекательный, либо в тот момент не был привлекательным. Ну, уставший был, не знаю, там на отдыхе, расслабленный был. Уже на нем панама была. Но если вы будете напрягаться, то вспомните. Как мужчина на вас тогда он впечатление не произвел. Как собеседник, ну, тоже особо не произвел. Потому что говорили в основном бы. Вот мне идет, что вы ему что-то рассказывали, либо доказывали. Вот как делились своим мнением. Да, с правой стороны точно встреча будет, точно он вас найдет. Так, еще показывают женщину. Ну, с этой женщиной вы были дружны, вы с ней дружили, общались, может быть, коллегами были, может быть, подругами были, да, может быть, вместе, там, не знаю, в школе учились, либо в вузе учились, там, работали вместе, по соседству жили. В общем, дружба, да, вас объединяла дружба. Эта женщина, она живет сейчас своей жизнью, она семейная женщина, у нее есть семья, дети. Живет, кстати, неплохо, но подругу, настоящую подругу, вот как вы, она так и не нашла, вот не обзавелась. Были разные у нее там знакомые женщины, но ни с кем не получилось такой дружбы, как с вами. И вот эта женщина, вот ей не хватает вас. Может быть, вы понимаете, о ком я говорю. Может быть, вы с ней, ну, по телефону общаетесь, да. Раньше рядом жили, а потом разъехались в какой-то момент. Может быть, вы общаетесь с ней по телефону. Там видеосвязь, да. Но это не заменяет живого общения и вот каких-то совместных действий. Там, вместе пойти куда-то, там, в магазинчик, там, за нарядами, либо просто пройти, ну, пойти прогуляться, да, что-то вместе приготовить. Как-то, знаете, вот этого ей не хватает. И ей действительно без вас плохо. Вроде как и жизнь у нее удалась, и семья, и дети, да, и достаток есть. А вот душевной подруги нет рядом, понимаете, нет. И очень, да, очень не хватает. У кого-то отыграется, что вы с ней не общаетесь, что так жизнь развела, вот и потеряли друг друга, ну, в жизни потеряли. И вот она так и не смогла ни с кем по-настоящему подружиться. Действительно, вас не хватает. Таких, как вы, больше нет. Вы одна единственная в своем роде, неповторимая. Вот, поэтому так вот выходит. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.